Испытать свои физические способности, выполняя определенные комбинации упражнений, все желающие могут с 2016 года, когда президентом России был подписан закон о возрождении физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Само понятие ГТО пользовалось популярностью в советское время, и вот, оно возвращается вновь. В республике зимний фестиваль Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса проводится во второй раз. Сибайсы также принимают в нем участие. В детско-юношеской спортивной школе состоялось подведение итогов городского этапа. 3-4 февраля проводили виды испытаний по стрельбе, по плаванию и по лыжам. Подвели итоги. А сегодня здесь мы проводим по остальным видам испытаний. Это подтягивание, сгибание, наклоны, поднимание туловища и прыжки в длину с места. Кроме этого, у нас сегодня также прием нормативы мы проводим для взрослого населения. Активно принимают участие сегодня работники парка культуры вместе с директором культуры. Кроме этого, есть студенты педагогического колледжа и ветераны спорта принимают участие. В фестивале принимали участие граждане от 9 до 29 лет и старше. Те из них, кому удалось при сдаче нормативов достигнуть установленных таблиц результатов, будут удостоены знаков отличия ГТО. Победители в личном зачете городского этапа фестиваля допускаются к участию во втором зональном этапе, который пройдет в городе Октябрьске со 2 по 4 марта. Данил Алибаев, Алик Кадыров, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.